Так, январь 21 года. Еще раз призываю людей строить дома в этностиле. В своем этностиле в данный момент это уже войнавский стиль, чеченский стиль. Еще вам одно доказательство, что башни можно строить из местного камня, с того самого, где вы живете. Камень, который вам близок по всем параметрам, прекрасно обрабатывается, прекрасно кладется. Тем более, казалось бы, мастер неизвестный сам для себя построил. Любовь к этностилю, к предкам, традициям, конечно, учит человека творить чудеса. В данный момент Зайнолбек Байсуев все это построил, весь дом, как видите, и забор, и все прочее. Так, все построено в этностиле. Эту хату Зайнолбек построил лично для себя. Вот, все из камня, просто великолепие каменное. Ну и, конечно же, такой двор, так или иначе, должен был быть оживлен вот такой вот красотой. Сейчас, какуном арабским. Беркут! Беркут! Вот. Как видите. Зайнолбек. Дегрезелон. Ночи. Дагар гилхдук адендештег. ويدشنا بيزنا هتوج. Из Далава, я там очень. Ну, понятное дело, горец и соответствующий конь. Строительство пока не завершено. Так, посмотрим. Опа, какая красота. Посмотрите, просто великолепно. А мы говорим, что только кингинский камень подходит для строительства башен. Отнюдь. Главное, чтобы руки были. Все остальное, все подходит. Полка. Ой, это комнатка. Что самое интересное? Зайнолбек подарил мне этот меч катана. Очень хорошее лезвие. Да, хорошо кладется на руку. Как раз по длине моей руки. Это очень важный момент. Никакого асфальта. Никакой тротуарной плитки, брусчатки. Дал им оберг платуэль усмях. Это. Ага. Вот как надо приручать детей с измальства. Вот она. И в нем будет просыпаться дух предков. Да, Зайнолбек? Elhamdülillah.